Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую всех адекватных россиян. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы. Кавказцы — это грузины, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, черкессы, кабардинцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши. Автохтонные народы нашего Кавказа. Народы, которые имеют свою историю и территорию на Кавказе. Ассаламу алейкум, братья ингуши, братья чеченцы, вайнахи. Я вас всех приветствую. Уважаемые зрители нашего канала, я не знаю, заметили вы или нет, но после объявления по всему миру этой сказочной пандемии, я как гуманист, для которого главное это человеческая жизнь, прекратил свое информационное противостояние против осетинских лоббистов и идеологов осетинского национализма. Хотя то, что я говорю, в отличие от них, имеет доказательную базу. Не говоря о том, о чем говорят они, это о той лжи и сказках, которые они сочиняют исключительно для внутреннего пользования самих осетин. Тем не менее, со стороны осетинского сегмента в интернете не прекращаются упреки в сторону ингушского народа и всех депортированных народов Кавказа, обвиняя их в коллаборационизме, в предательстве и во всем, в чем можно было бы обвинить. Ну что ж, как говорится, око за око, зуб за зуб. Давайте посмотрим, кто был коллаборационистом на Кавказе издревле. Итак, в отличие от пропагандистов из Осетии, все, что я вам расскажу, имеет архивное подтверждение. Экспедиция русских войск на Кавказ. В 1825 году были совершены экспедиции русских войск в Арскоевские аулы, лежащие по рекам Фортанга и Аса. В том же году было подавлено восстание ингушей в селении Яндари. В июле 1830 года в Горную Ингушетию двинулись русские войска под командованием генерала Абхазова. В результате этой экспедиции были разорены многие ингушские аулы. Особенно пострадало селение Эбан, жители которого оказали войскам существенное сопротивление. Башни Эбана были взорваны. В июле 1832 года русские войска вновь вошли в Горную Ингушетию. Причиной этой экспедиции стало убийство жителями Хули пристава Константинова. В русское войско также входили отряды осетинских коллаборационистов и горных грузин. Фразеологизм слова коллаборационизм. Сотрудничество осознанное, добровольное и умышленное. Сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Попытка извлечения выгоды из ситуации. Одним словом, предатели. Командующий барон Розен так объяснял нахождение осетин при своем войске. Сходно, говорил он, с высочайшим соизволением употреблять горских жителей одних против других для укрепления взаимной ненависти их. Находятся при моем отряде и осетины, живущие вблиз Владикавказа. И милиция из горцев, обитающих по его военно-грузинской дороге от Ларса до Пасанаура, принадлежащих Грузии под названием горских народов. Итак, в следующем 1833 году вспыхнуло восстание во главе с Джанхотом Азаматовым в селении Яндари. В июле того же года было подавлено. Дома Джанхота Азаматова и его родственников были сожжены. Уничтожение всего селения было остановлено из-за заступничества назранских ингушей. Но это уже другая история, имеющая продолжение. Итак, вернемся к словам барона Розена. То, что он сказал. Во-первых, сходно с высочайшим соизволением употреблять горских жителей одних против других для укрепления взаимной ненависти их. Это имперская политика. И вот то, что он говорит. Находится при моем отряде и осетины, живущие близ Владикавказа. Вблиз Владикавказа. Не во Владикавказе, вблиз Владикавказа. Слово коллаборационизм я вам уже только что объяснил. Предательство. Я уже не говорю о том, какие были предательства со стороны некоторых осетин во время Великой Отечественной войны. Об осетинах-коллаборационистах, которые служили Третьему Рейху, которые были на стороне Третьего Рейха. Я об этом молчу, я об этом не говорил. Я не знаю, вы заметили это или нет.
Я об этом пока не говорю. Поэтому, уважаемые незваные гости на Кавказе, живущие на ингушской земле и пожирающие плоды с ингушских деревьев, мне кажется, вам надо сперва, в первую очередь, заметить бревно в своем глазу. Так что все ваши обвинения в сторону малых народов Кавказа, в сторону депортированных народов Кавказа не имеют никакого основания и ни единого подтверждения, ни единого архивного документа. Сплошная ложь и сказки. Хотя в отличие от вас, все, что я говорю и говорил, имеют архивные подтверждения. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Мира вам. Удачи. Живите дружно.